21 марта отмечается Международный день кукольника. И сегодня наш проект «Мы вам покажем» находится в прекрасном городе Нерюнгри. И рядом со мной находится человек с уникальной профессией, которую раньше назвали бутафор, но сегодня это звучит совершенно по-другому. Это Мария. Как звучит сегодня ваша профессия? Художник-технолог кукол. Художник-технолог кукол. И сегодня в рамках нашего проекта мы не будем изготавливать какую-то очень замысловатую куклу, да, театральную, большую, крупную. Мы изготовим с вами вот такую небольшую куколку, которую можете сделать и вы, дорогие наши телезрители, просто дома. Вечером, я думаю, мама, папа. У мамы одна роль, у папы другая, у детишек другая. И устроите дома вот такой мини-театр кукол. Мария, что нам потребуется для того, чтобы сделать вот такую миниатюрную куколку, еще бы вот уметь ей управлять? Да, управлять куклами очень сложно, это работа для наших актеров, конечно, они этому учатся не один год. Но для наших маленьких зрителей и для тех людей, которые хотят с азов посмотреть, как вообще кукла делается, да, мы начнем с такой простой куколки. Это пальчиковая кукла. Почему пальчиковая? Потому что она надевается на пальчик. Вы не путайте эту куклу с перчаточной куклой, потому что да, кукла перчаточная, у нее немножко другая технология изготовления. Сегодня мы с вами делаем пальчиковую куклу. Такая пальчиковая кукла легка в изготовлении и подходит для изготовления ее малышами. То есть 5+, наверное? Да, 5+ вполне. Почему если родители хорошо постараются, то может и 2+. Почему бы и нет, да? Материалы мы используем для изготовления нашей куклы подручные. То есть у каждого почти есть это все дома. Например, картон мы используем для тела нашей куклы и для ручек для нашей куклы. Простые нитки есть у каждой хозяйки, я в этом уверена. Это шерстяные? Да, можно шерстяные, можно акриловые, на что ваша фантазия годна, можно так сказать, да. Нитки мы используем для волос, и также мы используем ниточку для наших ручек, чтобы наши ручки могли работать, да? То есть можно даже, наверное, такое, знаете, 5 кукол сделать? Можно сделать 5 кукол. Только как ими одновременно руководить? Можно, смотрите, например, да, раз вы спросили, да, вот у нас 5 тел. И ручки у нас, например, может быть одна ручка рабочая, а одна ручка здесь быть. Они могут у нас держаться за руки. Вот что значит настоящий кукольник, да, всему найдет применение. Да, наши куклы, к слову сказать, мы изготавливаем из совершенно разных материалов. Можно сказать, даже из бросовых материалов, из мусора. Мы можем изготовить куклу и заставить ее жить. Значит, ну вернемся к нашей девочке. Назовем ее Нюргуяна. Мне нравится такое имя. Она у нас такая красавица. Значит, мы закончили с вами на ручках, да, из чего наши ручки сделаны. Это вот даже, смотрите, она показывает из чего. Вот нитка и картон. Значит, из чего делаем голову? Значит, здесь вариаций может быть несколько. В данном случае наша голова сделана из шарика пенопластового. Такие шарики продаются в магазинах для рукоделия, и стоят они очень мало, 25-30 рублей. Они вполне доступны, они есть разных совершенно размеров. Еще для нашей головы можно использовать шарик для пинг-понга. Можно нашу голову сделать даже из воздушного шарика. Можно нашу голову сделать из фольги, тоже сжать кругляшок, шарик, да, шарик, и сделать голову. Значит, на что ваша фантазия опять же годна. Мы делаем с вами такую основу, на которую в дальнейшем вы с вашим ребеночком сможете вносить свои коррективы, там, не знаю, можете зайца сделать, волков, кого что угодно, это основа. То есть для вашей фантазии. Да, шарик и вообще технология, это основа для фантазии родителя и ребенка. Чем хороша наша кукла? Еще хотелось бы сказать. Именно для деток она хороша тем, что она развивает моторику рук. То есть ребенок работает пальчиками всеми. Она развивает фантазию, развивает моторику рук. То есть сегодня такой полезный мастер-класс. Да, у нас такой полезный мастер-класс.
Потому что у актера, кукольника, должны развиты быть очень руки, именно тактильные, должна развита моторика, должна быть развита. Вот. Итак, значит, голова у нас делается из пенопластового шарика в данном случае. Итак, приступать к кукле мы будем с изготовления тела. Хорошо. Как мы изготавливаем тело? Мы берем прямоугольную картоночку и замеряем свой средний пальчик. Это у нас будет тело. Наше тело – это средний пальчик. Два других пальчика – это наши ручки. Мы замеряем вот таким вот образом. Самое главное здесь, на что нужно обратить внимание, чтобы у вас фаланга пальца сгибалась, да? Да, обязательно, чтобы у вас голова работала, значит, фаланга пальца у вас должна сгибаться. Вот в моем случае, да, она не сгибается. Соответственно, что мы с вами делаем? Мы немножечко подрезаем. Давайте с вами подрежем. Вот так. Вот достаточно хорошо у нас ходит пальчик. Свободно ходит пальчик. Свободно ходит пальчик. По окружности нашего пальчика мы заклеиваем наше тело, чтобы оно свободно снималось и свободно одевалось. Итак, заклеили. Вот у меня уже есть готовое тело. Вот, видите, оно снимается и одевается свободненько. Раз уж мы заговорили за альтернативы, да, вот мы здесь использовали такой шарик, да, по поводу туловища. Картон это самое такое практичное. А если вдруг углубиться туда как-нибудь, да, что поинтереснее можно использовать для туловища вот здесь пальчиковой куклы? Значит, что мы можем использовать? Мы можем использовать поролон, единичку, не толстый. Мы можем использовать фламиран разной толщины. Он тоже достаточно податливый материал, и он яркий, разноцветный, и не такой грубый, как картон. Вот. В принципе, мы можем использовать кожу, мы можем использовать ткань. Да, все, что угодно. Вот все, что есть у вас под рукой, мы можем использовать. Поэтому здесь полет фантазии. Да, полет вашей фантазии. Вообще кукла, ее изготовление, она прям требует фантазии. Здесь без нее никак. Без нее никак, потому что некоторые кукольники, вот, например, я когда вижу какой-то предмет, я уже могу представить, кого я могу из него сделать, на кого он похож, как его оживить. Так, ну что, возвращаемся к нашей куколке. Возвращаемся к нашей кукле. Приклеили. Вот. Давайте мы на это покажем. Я вот здесь буду делать по-своему. Так. Нам нужно приклеить. Для того, чтобы приклеить. Отрезать. Еще у вас пальцы оказались маленькие, да? Нет, длиннее, чем мои. Длиннее? Но у меня не загибается, видите? Ну да, подрезайте. Так. У вас будет красивая Нюргуяна, у меня будет новая. А у вас будет ваша. Мы можем ее сделать, например, блондинкой, если вы хотите. У нас есть белые волосы. Так, теперь мы берем клей. Так как у нас клей вот такой текучий попался, мы берем таким вот способом, немножко наносим вот сюда. Клей, кстати, можно использовать разный, но, например, картон мы можем клеить простым клеем, да, клеем-карандашом. А если мы клеим фоамиран, то тогда мы должны использовать другой клей. Это суперклей или клей-момент, потому что простой клей фоамиран не очень хорошо держит. Делаем вот так. Видите, клей нанесли, немножко дали ему подсохнуть обязательно. Все по правилам. Да. Потом делайте по вашему пальчику размер. Толщину, да? Да, толщину. Свободно должен. Да, свободненько. И теперь подержите где-то секундочек, наверное, 10-15, чтобы он у вас приклеился. А вообще вот в своей ежедневной работе вы вот используете такой обыкновенный совершенно клей? Я уже думала, там какие-то новые технологии, какой-то, может, варите, растворяете, порошковый клей, еще что-то. А смотрю, у вас обыкновенный секунда, тот же момент. Да, мы вообще при склеивании поролона, да, поролоновых кукол ростовых, например, да, или деталей поролоновых кукол, именно планшетных кукол, я вам еще объясню, что такое планшетная кукла.
Получается, мы используем в основном момент клей, потому что он самый удобный в работе и самый доступный. Кто бы мог подумать, да, спустя столько лет момент до сих пор спустя актуален. Столько лет. При обтяжке кукол мы используем клейстер. Это пресловутая наша мука и вода. Он очень хорошо держит, он не просачивается, очень аккуратненько это все выглядит. Ну, таких прям супер новых клеев пока что нет. Единственное, какой мы внедряем клей, это 88-й клей. Почему мы его внедряем? Потому что мы начали работать с Эвой, а он хорошо клеит Эву. Эва это вот это. Эва, да, это вот этот материал. Вот такой. Мы уже о нем с вами говорили, такой очень плотный. И вот его вы клеите. Очень легкий. 88-м клеем. Даже есть и такой, да? Да, есть, он идет в банках таких, в общем, а таких каких-то порошковых, таких вот, еще пока до нас не дошли. Они, конечно, может быть, где-то и есть, я нисколько не удивлюсь, но до нас пока они не дотопали, потому что мы с вами достаточно далеко живем. Да. Ну что, вот туловище моей куколки готово, далее. Да. Теперь, для того, чтобы нам вдеть наши ручки, мы используем шило. Так, где у вас тут? Так, шовчик мы оставляем сзади, чтобы не было видно. И смотрим, на каком уровне у нас должны быть руки, да? Примерно вот здесь. Мы берем шило и протыкаем насквозь наше тело. Господи. Не бойтесь, это все безопасно достаточно. И вот опять используйте обыкновенное, простое, проверенное шило. Конечно, а проверенные материалы, они намного лучше в работе. Это уже проверено годами, веками. Например, папье-маше. Из папье-маше еще в 18 веке делали кресла. Вот. Посмотрите, из папье-маше в театре кукол, единственном театре кукол нашей республики, делают вот до сих пор вот такие формочки. Это будущая кукла. А как все естественно, как все похоже. Даже вот форма черепа, она не просто такая вот круглая, она вот с какими-то такими погрешностями, как у человека. Все как у человека, веки, бровки, все сделали. Вот так. Так, давайте вам для рук возьмем, еще вам для волос пригодится. У вас будет блондинка, да? Да. Хорошо. Так, держите. Так, немножко длинновато, наверное. Вот так. Сделаем. Так, смотрите, тело наше мы прокололи. Теперь мы вдеваем ручки. Как мы вдеваем ручки? Мы берем нашу ниточку, делаем на ней один узелок. Теперь в этот узелок мы вставляем шило. Опять шило. Аккуратненько. И с помощью шила мы вдеваем нашу руку. Так гораздо удобнее, потому что нитка, она, если из нескольких состоит, топорщится, и не очень удобно ее вдевать. Берем, вдеваем. Так, одну вдели. Сейчас вторую вденем. Ребенку будет очень это все интересно. Вместо шила, если вы боитесь, чтобы ваш ребеночек не поранился, потому что все-таки малыши, да, мы можем использовать простую палочку деревянную, абрикосовую, или можем использовать маникюрную. Да, есть палочки такие для маникюра, зубочистку, да, но не зубочистку, а шпажку лучше. Вот ваши ручки, держите. Так, теперь. Нам же нужно, чтобы наши ручки работали, да? То есть то же самое, как с туловищем, но нужно сделать на соседние пальчики. Да. Вот соответственно, у нас должны быть поменьше сами кругляшочки, да? Мы берем вот такие полосочки. Так, держите. По первой фаланге, чуть ниже. Да, чтобы у нас ручки работали. Где-то вот здесь. Вот в этом промежуточке. Вот тут. Замеряем также, да. Ну, плюс-минус, так? Да. Давайте на вторую еще отрежу полосочку. Также все лишнее мы отрезаем. Склеивать. Давайте вам клей. Так, держите. Ну, тут все очень просто, собственно. Очень просто. Вообще, когда окунаешься в это все, да, в изготовлении куклы, это тебя настолько затягивает, что для тебя очень многое становится просто. А вы когда выбирали профессию, закончили школу и прям такие проснулись и думаете, я буду
делать куклы? Нет же? Откуда Нет, эта идея пришла? Я к этому пришла, сейчас скажу, 5 лет назад, что я прям очень, вот это мое, и я хочу этим заниматься. А так до этого я работала актером, режиссером, в общем. И вот как-то я пришла здесь, в бутафорский цех, просто помочь на Новый год, попросили, не хватало рук. И меня до такой степени это затянуло, что я решила сменить профессию и нырнуть сюда. И по сей день в этой профессии я себя чувствую очень комфортно, мне очень все это нравится. Мне нравится эта профессия тем, что ты постоянно учишься чему-то новому. Постоянно тебе подкидывают новые задачи, и ты понимаешь, что ты можешь еще лучше, а еще, оказывается, ты и так можешь. Очень много талантов в себе открывается по мере того, как новые спектакли ставятся, новые материалы вводятся. Это, конечно, очень такая хорошая профессия, очень интересная, но и очень сложная по-своему, кропотливая, потому что, например, наших всех кукол ростовых мы вручную все обшиваем. То есть вы еще и шьете? Конечно, мы шьем и вяжем, мы делаем абсолютно все. Мы можем украшения делать. В общем, разносторонние, очень разносторонние мы люди. Но вот вы работаете все-таки с куклами. Это же не живой предмет, так сказать. Вот людей, вот вы же могли пойти в любой другой театр, да, и, допустим, также создавать костюмы, да, шить, делать какие-то декорации, а вот вы работаете с куклой. Проще работать с куклой или с человеком? Смотря с точки зрения чего. А с точки зрения режиссуры, это, наверное, к режиссерам вопрос. Но и как для меня, да, с моей стороны, я думаю, что, конечно, сложнее работать с куклой в кукольном театре, потому что, когда актер ведет куклу, он не должен показывать эмоций своих. Эмоции все должна показывать кукла. А что касается того, что как отношусь я к кукле, да, что это как бы неодушевленный предмет, по мере того, как ты куклу создаешь, если ты ее вот с самых азов создаешь, вот тебе дали эскиз, ты ее создаешь полностью сам один, да, и когда ты приходишь, садишься в зал на сдачу спектакля, это, ну как вам сказать, это такое вот чувство, как будто твой ребенок пошел в первый раз. Это вот такое чувство, оно непередаваемое. Например, когда я играла в спектаклях, конечно, была какая-то эйфория, да, спектакль прошел, все, там все браво, овации, все такое. Ну вот именно этого чувства я не испытывала. Получается, ваше творение начинает ходить, Да, оживать. да. Это вот как первые шаги ребенка, да, наверное? Да, это такие же именно эмоции ты испытываешь и думаешь, ух ты! Просто когда это все разрознено, да, например, я и декорации расписываю тоже. В общем, мы все делаем. И когда это все собирается вместе, они разрознены, там кто-то это делает, кто-то то, там, ну ты видишь, да, все. А когда это все собралось в одну картинку, и твоя кукла идет, она живет, она с тобой разговаривает, и это все красиво, ярко, ну это непередаваемо. Это просто вот так. Вот видите, человек нашел, да, себя в таком прям уникальном творчестве, да, потому что рисовать это рисовать, да, петь это петь, танцевать это танцевать, но куклы делать это вообще совершенно другая история. Это совершенно другая история, и я тоже наблюдаю, очень много девочек сейчас стало делать свои авторские куклы на продажу, там, да, как-то очень много людей этим стали заниматься, и меня это очень радует, что такая популяризация пошла нашего искусства. И они какие-то, даже сами люди-то другие, потому что они создают, они созидают, они создают, а не разрушают, да, и как какая-то душа, что ли, светится. Так, ну все, мы от ручек-то совсем отошли. Да. Итак, вот наши руки. Прокалывайте, я боюсь. Теперь давайте. Наши ручки мы же тоже должны присоединить, да, чтобы они у нас работали. Мы делаем один прокол. Так. А вообще, вот как там в современном мире театр кукол, вот он как-то как будто бы перестал быть популярным, да, или что, или все-таки это какое-то возрождение сейчас этой эпохи было? Вот сейчас, да, сейчас я наблюдаю, что как бы студий очень много появляется, именно кукольного театра. Очень много самодеятельных театров кукольных появляется. Вот у нас, например, мы свою лепту тоже вносим, у нас есть целый фестиваль «Золотой ключик», где мы
по садикам ездим, они ставят постановки именно кукольные, мы ездим по садикам, выбираем лучший сад. И, например, когда только это все зарождалось, было не так много, и куклы у них такие были простенькие. А вот в прошлом году у них были куклы, ну, знаете, наверное, чуть вот на ступень ниже по исполнению, чем профессиональные. И при этом они делали кукол разных. Если вначале это были там перчаточные, такие самые простые, да, там петрушки, не петрушки, вот именно оттуда, да? Волк, заяц. Да, из самого начала. То вот в прошлом году там были и паркетные куклы, и перчаточные куклы, и гапидные куклы. В общем, почти все виды кукол мы смотрели. И нас это очень удивляло, и мы прям радовались за это, что наконец-то. И возрождение, да, оно есть, и хотелось бы, чтобы и республика почаще как бы на нас обращала внимание, что вот мы есть, мы готовы представлять республику, у нас для этого все полностью есть ресурсы, замечательные бутафоры, замечательные режиссеры и актеры. И хотелось бы, конечно, чтобы как-то попристальнее на нас посмотрели, что мы здесь, мы готовы работать с детьми. Хорошо, готово туловище. Так, туловище у нас готово. Теперь для того, чтобы наша голова держалась на пальчике, нам нужно здесь сделать небольшое отверстие. Отверстие мы с вами сделаем с помощью вот такого канцелярского ножа. Опять же, чтобы детки не поранились, это все пусть делают родители. Интересная у вас работа. Да, работа у нас достаточно интересная, и хотелось бы, чтобы больше людей шли в нашу профессию. Потому что наша профессия, она, наверное, скоро будет уже вымирающая, а очень недостает именно специалистов. А вы любите, чтобы вас назвали бутафором или все же... Я бутафор изначально, конечно. Да? Я же занимаюсь бутафорией, изготовлением кукол, бутафор. Померьте, пожалуйста, вашу голову. Держится? О, нормально. Нормально держится. А это туловище должно быть под ним? Вот так, оп. Это у нас шея. Господи. Вот это вот пальчик у вас шея, вот это тело, это у вас ручки. Так, ну вот видите, у нас почти готовы две прекрасные девушки. Только у вас с волосами и с лицом, а у меня безликая. А мы сейчас все исправим. Хорошо. Так, спасибо, что вы делаете подружку. Так, смотрите, как мы делаем волосы. Волосы мы с вами делаем из ниток. В данном случае у нас будет блондиночка. Да? Так, мы берем наши нитки, выравниваем их. Какой длины вы хотите волосы? Вот как у вас. Как у нас, да? Ну, это значит примерно вот такая длина. Так, и еще, мы же не хотим, чтобы у нас лысенькая была, да? Так, давайте, зря вы убрали. Да? Ну, конечно. Я думала, мы вот эти оставшиеся используем. Нет, это маловато. Должны быть у нас красивые густые волосы. Мы же хотим косы ей заплести. Поэтому вот так. Так, лишнее все убираем. Так, смотрите, теперь на голове мы определяем, где у нас будет лицо, да? В данном случае, где у нас будет личико, здесь или здесь? С этой стороны. Вот с этой стороны. Здесь у нас лицо. Личико мы рисуем. Для того, чтобы мы нарисовали личико, я вам сейчас дам фломастер. Так, держите, черный для глаз. Держите. Рисуем глазки. Как? Можете срисовать. Рисуйте, это же ваша. Нет, у вас красиво девочка. получилось. И а у у вас меня нет. красиво получится. Глазки, какие глазки. У меня будет больше глаза. Пусть будет большеглазая. Какая-нибудь вот такая. Разноглазая. Нормально, она прищурилась просто. Волосы Какая мадам. приклеиваем. Она еще у вас, видите, такая? Да, кривовато. Нет, она такая пафосная немножко. А, да вы что? Да, такая. Видите, вот вы во всех куклах видите сразу образ и характер. Конечно. Так, смотрите, как мы приклеим голову. Мы берем клей и наносим его на серединочку. И также здесь на волосы. Мы на серединку вымеряем середину на наших волосах. А это мы потом пострижем все лишнее.
Так, вот наши волосы разложили. И ровно на серединочку тоже наносим клей. Берем аккуратненько клей. Так. И где-то у нас где-то здесь, да, серединка. И наносим вот таким образом на нашу серединку клей. Так, ждем, он немножечко подстынет, он тогда лучше клеится. Так, тоже на серединочку нанесли. Теперь взяли вот эти волосики и их сюда, оп, и перенесли. Немножечко нужно подождать, подержать, чтобы они приклеили. О, ну вот посмотрите, какая красавица. Ну, красивая же? Очень. Очень красивая, вы говорите. Все замечательно. Нужна стрижка нам. Да, стрижка вам нужна. Давайте сходим в салон. Мгм. Посмотрим. Кстати, такие куклы, если сделать побольше их, да, вполне для ребенка сгодится делать стрижки, заплетать косы, учиться. Мгм. Они такие очень многоплановые куклы и многофункциональные. Давайте, Давайте. помогу вам. Так. Так. Так, ручки у нас готовы. Ну, теперь рисуйте ей платье. Как? Вот вам фломастеры. Фантазируйте, вы можете и нарисовать ей рубашку, и юбочку. Вот, ну, моя кукла в платье. Да? Да, все что угодно можете рисовать. У вас куча здесь цветов. Мгм. Еще что хочу сказать. Для того, чтобы нашу куклу одеть, мы можем использовать всякую разную ткань. Мы можем ей сделать юбочку, штанишки. Таким же вот образом, как мы с вами сделали ручки, мы можем нашей кукле сделать ножки также, чтобы они здесь болтались. Такое навевает что-то теплое такое, да? Уютное. Да, да, да. Сидишь и, как сейчас бы сказала современная молодежь, это некий антистресс. Да, антистресс. Странно. С бабочкой в рубашке, в брюках, но при этом Очень даже стильная мадам. да, у нас блондинка получилась, вот да. у меня, да, модная, гламурная. Гламурная блондинка. Оп. М. Волоса мешает ручкам. Так, ну все, вот она. Ну, у Как- вас она еще как-то более реалистично выглядит, а моя прям такая вся какая-то необычная. Да. Ну что, вот так, дорогие друзья, вы можете провести приятно вечер в компании со своими друзьями, детьми, бабушками, дедушками. Смастерить быстренько, это не занимает много времени. Использовать ткань, кожу, картон, фольгу, все, что есть в доме. Смастерить себе вот такой вот небольшой кукольный театр и провести, возможно, небольшое какое-то соревнование. Почему нет? Лучшая роль, как в Оскаре, получит некий презент. Правильно? Да. Ну что, Мария, благодарю вас за такой некий мастер-класс для нас, за вашу работу. И пускай таких вот профессионалов своего дела, как вы, у нас в республике будет больше и больше. И тогда театр кукол, который находится в городе Нерюнгри, будет процветать, радовать нас, всю республику. Ну и я думаю, о нем будут знать и далеко, ну уже знают, но еще больше будут людей знать далеко за ее пределами. Спасибо вам огромное. Благодаря вам про нас узнает еще больше людей. И, может быть, кто-нибудь захочет прийти к нам работать. Мы будем очень рады. Обязательно посетите Республиканский театр кукол в городе Нерюнгри.